Каково состояние морской экосистемы Абхазии? Этот вопрос актуален на фоне глобальных изменений климата. Гидробиологическими исследованиями акватории Черного моря на территории нашей страны занимаются сотрудники Института экологии Абхазии совместно с коллегами из России. По результатам исследований ученых на состояние морского шельфа Абхазии главным образом влияют климатические аномалии. На конференции ученые делились результатами своих исследований. Опыт и знания российских коллег в изучении морского шельфа нашей страны очень нужны. Изучение, исследование морских ресурсов, морских возможностей, значит, это для нас очень важно, очень актуально и просто необходимо. И в этом, мне кажется, вот как знак, как знаковое, как значимое событие, считаю, она так и проходит, наша вот нынешняя сегодняшняя конференция. Основная тема конференции об индикаторах климатических изменений в морских экосистемах. Океанолог Геннадий Матишов рассказал в своем докладе о влиянии потоков атлантических вод на европейские моря. По словам академика, у ученых наших стран схожие проблемы. Главная задача – найти правильные пути их решения. Специалистов Абхазской академии наук, Российской академии наук, нас ведь никто не ставит в известность. Мы уже постфактум узнаем. Вот. Никто с нами не обсуждает ущерб, потому что ущерб самое главное. Ущерб от новых проектов, которые все равно делаются. Слайд. Здесь показано, что мы этим занимаемся серьезно. Ну, это вот, видите, как мы детально работаем. Арктика – это же большое. Вот если взять земли Франца Иосифа, вот там на севере, и Мурманск, это 2000 километров. Это примерно расстояние, как от Москвы до Мурманска. Или как от Мурманска до Сочи. Wow. Это только с севера на юг Баренцево море. Столько же, это громадное море. Академик Январ Биекба в своем выступлении говорил о глобальных и региональных изменениях климата и их воздействии на прибрежные экосистемы Абхазии. Происходит увеличение концентрации углекислого газа. Оно продолжается, это увеличение концентрации углекислого газа. Увеличивается концентрация других парниковых газов, метана. Но многие исследователи считают, что основную роль все-таки в парниковом эффекте и вообще в процессах, происходящих в атмосфере, играет водяной пар. Академик Матишов, председатель Южного научного центра Российской академии, стал иностранным членом Академии наук Абхазии. От научного сообщества нашей страны гостю вручили посох. Атрибут и символ мудрого человека, старейшин. Это символ воина. Сима Аргун, Беслан Джанжулия, Абхазское телевидение.